Так вот, давайте с вами перенесемся сейчас на 100 лет назад, даже больше, чем на 100 лет назад, дореволюционная Казань. Ну, год примерно так 1914, наверное. Представьте, что мы с вами находимся на Сенном базаре. То есть не на самом базаре, а на одной из улиц Сенного базара, в деревянном доме просветителя, мецената Шигаба Ахмерова. Может быть, это имя вам что-то говорит. Замечательный, талантливейший, красивейший человек. Вы наверняка, может быть, обратили внимание на очень скромную фотографию в углу затаилась, где он вместе со своей супругой Аминой Сайдашевой, старшей сестрой Салиха Сайдашева, очень трогательно держатся за руки. Очень люблю эту фотографию. В ней есть какая-то интимность, скромность, красота. К чему я это говорю? К тому, что вот мы с вами перенеслись на более чем 100 лет назад. Есть такая байка, которая описана в книге Салитовой о том, что, примерно вот в это время в доме Ахмеровых произошел большой совет, семейный совет, где за большим столом сидят, на одной стороне сидит, значит, Шигаб Ахмеров, рядом Сайдашев, подросток, Салих, а на другом конце стола сидят родственники отца Сайдашева и так далее. Причина, по которой этот совет у нас произошел, вопрос о том, какой путь изберет для себя юный Салих. Станет ли он музыкантом, или он пойдет по пути своего отца и своего родственников отца, которые работали приказчиками, которые держали лавки. Вопрос очень серьезный, быть музыкантом или нет. Я не могу судить, насколько это правда, действительно была ли такая история, но она описана в книгах. Но мне очень нравится эта история, потому что бывают же такие моменты, может быть, и у вас в жизни, когда вы задумывались, а что было бы, если бы история пошла по другому пути? Как бы сложилась моя жизнь, если бы я сделал не этот выбор, а другой? А здесь более глобальный вопрос. А что стало бы с татарской музыкой, с татарской культурой? Что стало бы со всеми нами? Собрались мы бы здесь сейчас в этой комнате или нет, если бы больше 100 лет назад на этом семейном совете было принято другое решение? И вот этот вопрос, когда я себе его задаю, у меня мурашки по коже бегут от того, что, может быть, я сейчас здесь с вами не сидел бы, у меня была бы какая-то другая профессия, наверное. Вот. Потому что вопрос очень важный. Быть музыкантом Салиху Сайдашеву или не быть? Почему? Потому что представьте себе дореволюционная Казань, и вы растете в татарской традиционной семье, и вы хотите стать музыкантом. Какое будущее вас ждет? Чем вы будете по жизни заниматься? Какая судьба вас ждет? Выступать летом на ярмарках, в балаганах каких-то участвовать, петь песни, обречь себя на бедность. Это однозначно. Быть музыкантом – это значит бедствовать. Потому что дорога в профессиональный мир вам закрыта, вы вряд ли получите нормальное, хорошее профессиональное образование. А если и получите, то вам нужны средства, потому что откуда вы найдете себе репетиторов? Даже если вы найдете себе репетиторов, как вы будете продвигать татарскую музыку? Вообще, что такое татарская профессиональная музыка? Ее практически не существует. Даже если она есть, то как развивать эти пути музыки? По какому пути идти? Где учебники? Где какие-то инструкции, как им быть? Что значит быть татарским музыкантом? Конечно, у нас есть уже первые музыканты к тому времени. У нас есть любители, у нас даже появляются первые шансонетки профессиональные, да, которых очень едко в свое время высмеял Тукай в своих заметках. В любом случае, это очень спорный вопрос. Да и в целом, с позиции ислама, это очень спорный вопрос. Что значит заниматься музыкой? Помню, буквально каких-то там 30 лет назад Салимгарей Тефтелев, муфти Оренбурга, издает указ, который запрещает татарам исполнять любую музыку и песни, и танцы на свадьбах, потому что музыка ведет к разврату, там, где музыка, там смешение полов, там, где смешение полов, обязательно будет какой-то грех совершен. Представляете, вот совсем недавно это еще было, но уже появляется новая прослойка татар, более просвещенная, более демократичная, европеизированная, влияние которых чувствует на себе Салих Сайдашев, потому что ему повезло, он живет в самом центре города, или рядом с ним находится восточный клуб, в котором регулярно проходят музыкально-поэтические вечера. Он живет в доме Шигаба Ахмерова, человека очень просвещенного, демократического толка. Человек, который близкий друг к Абдуллы Тукая, которому в дом приходят Гафур Кулахметов, Фатих Амиркан и многие другие известные литераторы, сливки того общества, цвет татарской нации к нему приходят. Люди, которые уже мыслят по-другому. Уже Фатих Амирхан пишет в своих произведениях, где он пишет фантастические рассказы, где он представляет, как люди приходят на концерты, где выступают татарки, музыканты, пианистки и так далее. Уже думает о том, как
преобразовать татарское общество, как дать права женщинам и так далее. Это все чувствует Сайдашев, и он принимает для себя решение стать музыкантом. Но это сложный вопрос, что значит быть музыкантом в 2014 году. И тут прекрасно можно понять родственников Сайдашева, которые были против, которые хотели ему стабильной жизни. Я всегда тут вспоминаю свою собственную жизнь, когда мне было... Ой, я вспоминаю себя тоже, когда... Я вырос в 90-е годы, когда еще не было интернета и не было технологий. И тот же самый вопрос мне задавали мои педагоги по музыкальной школе. На дворе 99-й год, и мне говорят: ты что, хочешь стать музыкантом? Зачем? Ты хочешь, как мы, получать копейки тут в музыкальной школе? Кем ты будешь работать? Если бы они знали, что буквально через каких-то 10 лет появится интернет, социальные сети и так далее, где каждый может продвигать себя, главное, чтобы было желание и талант. А желание и талант у Салиха Сайдашева были, и никакие соцсети ему тут не нужны были, конечно же. И тут к чему приходит семья? Семья приходит к компромиссному варианту. И тут надо отдать должное, что у Салиха Сайдашева, если, конечно, эта история правда, Салиха Сайдашева хватило смелости отстоять свою точку зрения. Может быть, присутствие Шагаба Ахмерова ему здесь помогло. Фигура важная, достаточно уважаемая в городе. Но мне нравится вот эта идея, что у Салиха Сайдашева хватило смелости, в отличие от меня, сказать своим оппонентам: нет, я хочу заниматься музыкой. А нужно представить, что для того времени это был большой вызов. Татары воспитывались в очень традиционной семье. Попробуй что-то сказать старшим «нет». Никогда такого не было. Младшие должны безукоризненно слушаться старших. Но все-таки у Салиха Сайдашева хватило этой смелости, и семья приходит к компромиссному решению, что он будет заниматься и музыкой, а по вечерам будет помогать еще в лавке торговать. И вот я всегда задаюсь вопросом: а как пошла бы жизнь человека, если бы он принял другое решение? И все-таки мне еще эта история нравится тем, что всегда нужно следовать зову своего сердца. Я тоже вас всех призываю: всегда следуйте зову своего сердца. Я в свое время послушался своих педагогов, не пошел по музыке, но, как видите, судьба все равно привела меня в мир музыки, и сейчас я с вами здесь сижу и занимаюсь музыкой в том числе, и это здорово. Итак, семья принимает решение, что Салих Сайдашев будет заниматься и музыкой, и еще параллельно будет помогать в лавке. Вот тут нужно отдать должное, что как раз-таки вот эта семья Шагаба Ахмерова, она, конечно, сыграла для него огромную роль. Невероятно огромную роль в том плане, что Шагаб Ахмеров, человек состоятельный, узнав о том, что Салих занимается музыкой, есть такие сведения о том, что сначала Салих стеснялся показывать свои знания о музыке, а он играл на гармошке, первый инструмент, который он освоил, в 7 лет. И вот когда Шагаб Ахмеров случайно услышал, что Салих занимается втайне от него музыкой, он решил ему помочь и нанял, во-первых, ему учителя Загидула Ярулина. Вам, наверное, об этом уже сказали на экскурсии. Это отец будущего композитора Фарида Ярулина, автора балета «Шурале». И параллельно с этим Шагаб Ахмеров приобретает ему рояль. Не просто там какой-то инструмент. В моде было дарить обычно мандолины. Тогда вот мандолина была просто топовым инструментом тогда. Все играли на мандолинах, все играли на домбрах. И это вы видели наверняка в экспозиции нашего музея, на фотографиях были вот эти ансамбли, скрипки, домбры, мандолины. Была мода на все европейское, на все европейские инструменты. А он дарит ему рояль. И это тоже очень странно, это не характерно. На самом деле, мы, конечно, понимаем, что средства позволяли, но все-таки это такая крупная инвестиция. Вот как думаете, сколько стоит рояль сейчас в среднем, домашний даже, небольшой? Мы же говорим про акустический рояль, не про электронные, которые сейчас цифровые есть. На самом деле хороший, нормальный рояль, он стоит салонный даже, 3 миллиона как минимум. То есть, машину легче купить, чем рояль. И тогда он стоил недешево. Я даже боюсь сказать, сколько коров надо было продать, чтобы купить один рояль. Конечно, инструмент был подержанный, бэушный, как говорят, у нас, но все-таки это рояль, это крупная инвестиция. Это о чем говорит? Что у Шагаба Ахмерова не было никаких сомнений в отношении Салиха Сайдашева и его таланта, абсолютно никаких. Потому что человек не стал бы вкладывать такие большие средства в безделушку, если бы он знал, что это было бы какое-то временное увлечение. А это не было временным увлечением, это было делом всей его жизни. И мы это даже знаем по тем воспоминаниям, что ведь когда Мансур Музафаров, ближайший друг и соседский мальчик, с которым они вместе росли, у них буквально бок о бок дома находились. Мансур Музафаров, будущий композитор, автор первого скрипичного концерта для скрипки и оркестра, первого татарского скрипичного концерта. Вот они мальчики, дворовые мальчишки, ходят в бешметах, бегают по этому базару сенному, бегают тайком на этот восточный клуб. И вдруг их принимают в этот ансамбль. Они там в струнном ансамбле. Мансур Музафаров с детства играл на мандолине. И вот они попадают, в этот новый мир, восточный клуб.
изящный, интеллигенция. Сайдашев резко меняется. Как только он получает этот первый статус, вот дает вам, да, карт-бланш, вот этот мир, удивительный мир музыки, он меняется. Как ему говорят, как вот вспоминает Мансур Музафаров, он сменил бешмет, он начал носить костюм, бабочку, там белая рубашка, он стал себя очень серьезно вести. Как будто бы человек понял, что шутки кончились. Все, шутки кончились, начинается новая серьезная жизнь. И как будто бы, может быть, он тогда уже воспринял на себе вот эту будущую миссию, что, ну, вообще-то, я представляю лицо татарского народа в какой-то степени. Я выступаю публично перед людьми. Я не имею права больше быть вот этим дворовым мальчишкой, который бегает, там, гоняет, баклуши бьет и так далее. Я занимаюсь серьезным делом. И вот это серьезный подход к жизни, к творчеству, он всегда присутствовал в жизни Сайдашева. Но это никогда не было какое-то высокомерие, это не была никакая чопорность, никогда не было какое-то вот... Он знал себе цену, но при этом был очень простым человеком. Но вот это было отношение какое-то вот, понимаете, ты прикасаешься к высокому, ты прикасаешься к чистому искусству. А музыка — это самое абстрактное и самое чистое из видов искусств, потому что оно непосредственно апеллирует к чувствам, к эмоциям. Там нет какого-то, да, медиума между нами, как это есть в изобразительном искусстве или, допустим, в литературном творчестве. Музыка непосредственно влияет. Она вещь в себе, форма и содержание едины в музыке. И она непосредственно апеллирует к чувствам. И, конечно, когда ты прикасаешься к этому миру, ты чувствуешь это на себе ответственность. И мне кажется, он как-то его успел это воспринять. И мне очень нравится почему-то вот именно рассказывать про вот этот ранний период жизни, потому что ну, даже вот у нас говорят, да, у нас лекция называется «Неизвестный Сайдашев». Но на самом деле давайте поговорим просто о Сайдашеве. Что значит неизвестный Сайдашев? Все-таки, признаемся честно, не так часто мы слышим о Сайдашеве. Нам бы сначала базу узнать бы. Вот действительно, вот сидишь и думаешь, вот как сейчас есть выражение, да, у молодежи база, да, вот базовые знания какие-то. Нам бы основу сначала изучить Сайдашева. И мне кажется, еще очень много нераскрытых есть моментов в его жизни, которые требуют своего изучения. Один из таких моментов, очень загадочных, это, конечно же, время, когда наступает революция. 17-й год. Салих Сайдашев с распростертыми объятиями принимает новые реалии, потому что он понимает, что советская власть открывает новые возможности. Да, потом советская власть, конечно, очень сильно катком пройдется по нему, по его друзьям, но это будет все потом, еще лет 15. А пока на дворе новые веяния, на дворе новые надежды. Если вы читали повесть Амирхана Яники «Воспоминания барышни Гуляндам», по которым вот недавно у нас был спектакль «Тынлык», я имел честь приложить руку к этому спектаклю в качестве сценариста. Так вот, в этом романе, маленьком романе, в повести, там есть как раз-таки есть, ну, понятное дело, что это художественное как бы творчество Амирхана Яники, но оно, мне кажется, отражает дух его, где Сайдашев обращается к своей ученице, он говорит: неужели вы не слышите этот шум времени, неужели вы не слышите музыку этого века, настало время перемен, надо порвать со всем прошлым, надо жить. Там как раз-таки история о том, как Сайдашев пытается как бы эмансипировать свою ученицу, вот, а это действительно вот ее воспоминания, да, Фатима и Зухра, ее так звали, это первая ученица Салиха Сайдашева. Воспоминания, она оставила потом мемуары о встрече со своим учителем. Копия этих мемуаров хранится у нас здесь в экспозиции, вы, наверное, это успели увидеть. Если нет, можете потом посмотреть. Так вот, суть в том, что Салих Сайдашев призывает ее именно услышать эту музыку времени. И я к чему это говорю, что Салих Сайдашев, он с распростертыми объятиями принимает советскую власть и вступает в ряды Красной Армии. И вот этот период, начиная с 18 года до 22-23, когда он возвращается в Казань и окончательно здесь уже остается, вот эти 5 лет – это просто самые сумасшедшие, самые запутанные годы в жизни. Там очень мало что о нем мы знаем. Из своей автобиографии он очень скупо пишет. Вообще в этом плане, конечно, Сайдашев был очень такой скромный человек, немногословный в том плане, что не любил о себе рассказывать, и даже вот читаешь его автобиографию, но прям очень скупо написано. И вот этот период революции и гражданской войны, он очень странный, и на самом деле в том плане, что было много скитаний. Это как раз-таки вот эта его первая любовь, он влюбляется в свою ученицу, предлагает ей
стать его полковой женой, но родители ее не отпускают никуда. Ну, тоже понятно, да, на дворе гражданская война, и куда ты поедешь, да, ты дочка богатых родителей, куда ты поедешь с каким-то музыкантом где-то там на фронт, в неизвестность и так далее. Так вот, он уезжает на фронт и очень активно работает. Он уезжает в Буинск, где в Буинске вместе с Фатхи Бурнашем, будущим драматургом, с которым они создадут знаменитую, значит, музыкальную трагедию Тахира Зухра, они вместе в Буинске создают первый струнный оркестр и духовые оркестры. А еще они пытаются создать там татарские, чувашские хоры. Но у них на самом деле не очень все гладко получается, оно и понятно. 18-й год, разруха, голод, гражданская война. И вот их там, значит, перевозят на санях зимой, поселяют там в доме какого-то там репрессированного бая и так далее. Потом он вспоминает, как в этой комнате там на деревянном полу лежат эти экспроприированные музыкальные инструменты, которые там сусеком собрали по всему городу, а музыкантов-то нет, их еще обучать надо. И вот Салих Сайдаш берется за этот труд обучения. И вообще, конечно, у него были удивительные педагогические навыки, в том числе вот он невероятным терпением обладал, можете себе представить, да, вот стоит задача создать оркестр. Ну откуда его брать-то? Музыкантов-то нет, все уехали на фронт, никого нет. И вот эти вчерашние школьные мальчишки, их надо обучать. И вот он их начинает обучать. С хорами было чуть сложнее. Дело в том, что у татар не было традиции исполнять музыку хором. Может быть, вам об этом на экскурсии тоже говорили. Все-таки мы более как принадлежащие к восточной традиции. Музыка для нас это очень интимный момент. У нас нет навыков исполнения публичного, да? То есть для татар это новинку петь хором. И вдруг их зовут петь хором, да не просто хором, а еще на два голоса поделить. Это как бы понятное дело, что для русского народа это само собой разумеющееся. В любую деревню поедешь, удивляешься просто, как они спокойно раскладывают мелодию на многоголосие и так далее. А у татар все-таки мелодия, она одноголосная. Это очень характерно для восточной музыки. Это когда берется какое-то сочетание нот, да, у татар это в основном пентатоника, там 5 нот, да. И как бы вот и дальше идет импровизация вот на этот лад, когда музыка двигается. И она идет вот так постепенно, рядом, как бы, да, скачешь чуть вверх, чуть вниз, еще шажочек вверх-вниз. И вот вся вот эта как бы идет импровизация, бесконечная импровизация на один лад. Но о том, чтобы петь на несколько голосов, вообще речи не шло. Но говорят, что Сайдаш настолько замучился с музыкантами, что сказал: Фатхи Бурнаш, ты сам занимайся хором, я буду заниматься лучше оркестрантами. Вот. И кроме того еще он, конечно же, осваивает военный оркестр, сам учится играть на трубе. И еще параллельно с этим он сам еще работает корнетистом. Ну, корнет это тоже инструмент, похожий на трубу, немножко просто другая техника исполнения. И вот так он постепенно осваивает все духовые инструменты военного оркестра. И это удивительно. Удивительно в каком плане, что Салих Сайдаш никогда не ограничивался каким-то формальным образованием. Да, вот говорят, вот у Сайдашева не было классического академического образования. Ну и что? Сейчас очень много музыкантов, мы знаем, у которых тоже нет классического образования. Ему просто не суждено было получить ее, потому что началась революция, гражданская война, там заканчивать уже нечего было фактически. Но Сайдашев всегда учился у своего времени. Время было его главным учителем. Время его было главным учителем в первую очередь. И в этом отношении он не боялся никогда брать уроки. Да? То есть, понятное дело, что первым учителем его был Загидулла Яруллин, когда он был еще ребенком. Понятное дело, что он какие-то уроки брал в музыкальном училище, там, но потом, там Радевич у него был, да, педагог, но при этом он ведь еще работал и топером, да, потом позже вот. Мы все помним, да, первые немые фильмы и так далее, нужно было музыкальное сопровождение. На самом деле это невероятно сложно быть топером, потому что это надо обладать феноменальной импровизационной техникой. Да? То есть ты смотришь фильм, ты должен следить за кадром, тут же подбирать какой-то необходимый тон, аккорд, мелодию, что-то тут же сварганить на фортепиано, сыграть. И каждый раз это что-то новое, разное. И многие современники отмечают, что у Салиха Сайдаша была, конечно, феноменальная пианистическая техника. Спасибо, наверное, вот тому самому роялю, который в свое время Загидулла Яруллин ему подарил. И еще
есть такой тоже момент, который я очень люблю вспоминать. Вот фамилия второго педагога я, к сожалению, забыл, хотя она всегда у меня была на устах. Обычно я Радзевича забываю, а вот второго я сейчас не вспомню. Дело в том, что однажды игру Салих Сайдашева, а он к тому времени уже был, вернулся из фронта, это 22-й год и так далее, он работает репетитором, как сейчас говорят, краш всех девушек, да, и так далее. Все в него влюбляются, красивый, молодой, густая шевелюра, голубые глаза, высокий лоб, белая кожа, скромный, обаятельный, интеллигентный, всегда красиво одетый. Вот. И, конечно же, он популярен, да, репетитор. Все хотят такого репетитора. И вдруг его игру случайно слышит вот этот профессор музыкального училища, и он ему говорит такую фразу: «Молодой человек, у вас нет техники, вам надо начинать все сначала». Но представляете, вот вы звезда, да, у вас уже имя есть в городе, вас сам Карим Тинчурин пригласил работать в первый государственный показательный драматический театр, татарский драматический театр имени Красного Октября, заведует музыкальной частью. И вдруг вам подходит какой-то там дед и говорит, что у вас нет никакой техники. Ваша реакция какая будет? Да, кто-то возмутится, наверное, кто-то просто, как с гуси вода, да что там критика мне, я вот звезда. А Салих Сайдаш так не поступает. Он идет к нему и начинает брать у него уроки. И они действительно начинают все с нуля. И мне кажется, вот эта школа, которую ему дал вот этот педагог по пианистической игре, мне кажется, она отразилась в какой-то степени и в самом произведении Сайдашева. Потому что вместе с ним они начинают изучать в первую очередь Моцарта. А Моцарт невероятно сложный композитор по игре. Вот когда открываешь ноты Моцарта, кажется, что они очень простые. Ну, как бы там, не знаю, там Рахманинов гораздо сложнее играть технически. А Моцарт, ну, вроде бы там как-то можно справиться. Но это технически сыграть может быть несложно. А ты попробуй извлечь оттуда звук, мон, да? У каждого произведения же свое звучание уникальное. Попробуй извлечь из него, а Моцарту очень сложно играть. Это всегда, вот как говорят, это да, атака, да, то есть как ты кладешь руку на фортепиано, с какой силой ты ударяешь инструмент, как ты отпускаешь пальцы, да, это все достигается только упорным трудом, и они начинают с базы, они начинают играть Моцарта. И вот это, и мне в какой-то степени Салих Сайдашев напоминает Моцарта именно вот эта прозрачная фактура, какая-то легкость звучания, свет. Вот Моцарт, он очень светлый. И у Моцарта практически нет произведений в минорных тонах. Ну, наверное, знаете, что такое минор и мажор, да, представляете себе, да? Там мажор — это вот когда радостное, а минор — это грустное, да? Вот. Ну, вот таких в минорных ладах у него практически нет произведений, там по пальцам пересчитать. И у Сайдашева то же самое. Но очень мало. Вот. В основном у него все мажор, ясное, яркое, что для меня тоже удивительно, потому что ведь потом, гораздо позже у Сайдашева начинается очень тяжелый период его жизни, да, когда из Тинчурина расстреляют, и позже, когда его лишат работы в театре, и когда его произведение будет исполняться, и когда в Москву он поедет, там от него будут требовать написать оперу, а у него никак не получается, и вот этот постоянный прессинг, что ты должен писать крупные формы, как бы кладут его в это прокрустово ложе, да, и ломают его натуру. Но это никак не отразилось практически на музыке. Музыка все равно самая светлая. И даже его последнее произведение, мои песни, да, «Жерларом на стихи» Мусы Джалиля, она тоже написана в светлом до мажоре.